Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые родители. Мы приносим свои извинения за такую задержку трансляции. Это произошло по техническим причинам. Вы старались как могли. Все еще продолжает обработка нашего видеофайла, который мы продемонстрируем вам в середине нашего выступления. Ну а пока давайте еще раз поприветствуем друг друга. Нас хорошо слышно? Что-нибудь напишите, пожалуйста. Да, какую-нибудь обратную связь, потому что у нас то пропадала картинка, то микрофон пропадал. Если можно, дайте обратную связь, коллеги. Как нас слышно и видно. Да, слышно. Слышно. Все, спасибо большое, Евгения. Итак, представимся, да, для начала. Меня зовут Марина Владимировна Евдокимова. Я учитель-дефектолог детского сада номер 18 города Воркуты. И со мной моя коллега Виктория Викторовна Ушанова, учитель-логопед детского сада номер 18. Сегодня мы поговорим с вами о таком важном для ребенка, о процессе игры. Речь пойдет об игре детей, о том, как играть с ребенком, нужно ли играть с ребенком, что из этого всего получается и насколько это сейчас ценно для нас в сегодняшний день. Виктория Викторовна, начинайте. Период дошкольного детства уникален тем, что именно в этом возрасте ребенок впитывает информацию как губка, получает первичные представления об окружающем мире, о своем месте в нем. Одной из важнейших форм познавательной активности для дошкольника является, конечно же, игра. И все мы об этом знаем, да? Но в современном мире стал вопрос о необходимости обучения игре. Долгое время считалось, что играть ребенок начинает сам по себе, и вмешательство взрослых здесь совершенно не требуется. Оказалось, что это далеко не так. Очень часто мы встречаем детей, не умеющих играть. Родители, воспитатели часто жалуются на то, что дорогие игрушки быстро надоедают нашим малышам. Они не знают, как и чем себя занять. Почему же так происходит? Вы задумывались об этом? Почему дети не играют? Давайте поразмышляем. Итак, возможно, изменилась социальная среда. Ребенка больше и чаще опекают, не давая проявлять собственную инициативу, самостоятельность. Возможно, некомпетентность родителей в выборе игрового материала в соответствии с возрастом и интересом и возможностям ребенка также провоцирует неигровое поведение у детей. Возможно, что в погоне за модными тенденциями, ориентируясь на рекламу, родители излишне много покупают игрового оборудования, материала, игрушек и формируют у ребенка некую ненасытность, потребительский интерес. В нашем недалеком прошлом дети обучались играм тоже не сами, а в так называемых дворовых сообществах или у своих братьев и сестер. Создавали они и придумывали эти игры вместе и передавали из уст в уста, так сказать, да? И дети разного возраста играли все вместе и на площадках, и младшие перенимали игровые моменты у старших. Об этом тоже надо задуматься. На сегодняшний день мы констатируем, что изменилась социальная среда, исчезли дворовые сообщества, где ребенок учился играть, семьи стали более замкнутыми, и обучаться игре ребенку просто не у кого, только как у взрослого, самого близкого, самого надежного. Появилась новая игровая реальность в виде компьютерных игр. Хотим мы этого или нет, но придется с ней тоже считаться. Я согласна с вами, Виктория Викторовна, и хотела бы сказать еще об одном из последствий неумения ребенка играть. Это жадность, агрессивность, плаксивость как последствие, да, неумения играть. Причинами же такого поведения является отсутствие коммуникативных навыков и неумение ребенка взаимодействовать с окружающими. Представьте, например, ребенок 3 года в своей жизни жил в уюте и комфорте. Представьте, что у него множество игрушек, его окружала забота, и вдруг он пришел в детский сад. Да? Это уже не его личное пространство, это не его личные игрушки, с которыми он мог делать все, что душе угодно, и ни с кем его не нужно было делиться. И вот он, попадая в детский коллектив, где еще 20 человек таких же детей, у него стресс, шок. И тут возникают конфликтные ситуации для него.
Я сейчас не говорю с вами об адаптации, как естественном периоде таком, с которым сталкивается любой ребенок, а я говорю именно о том состоянии, которое переживает ребенок относительно своего имущества, своих привычных поведенческих каких-то навыков, привычек и всего того, что связано с игровым его пространством, с его игровыми, с его игровым имуществом. Оказывается, ребенок не только хочет поиграть с каким-то предметом игровым в детском саду, но и чтобы заполучить эту игрушку, ему приходится прибегать к таким методам, как плач, крик, агрессия. Ведь он по-другому сейчас не может просто повести себя, он не умеет. И, например, отнимает игрушки у других своих сверстников. Это происходит не потому, что он плохой, агрессивный, невоспитанный, а потому что он просто не умеет по-другому. Он не знает, что можно играть с игрушкой вместе, вдвоем, втроем, и что вместе, оказывается, играть намного интереснее, чем одному. В школе эти проблемы, связанные с игрой дошкольников, еще больше обостряются. Не умеющие играть дети не знают, чем занять себя, например, на переменах. Только остается им, что драться да толкаться, а потом, естественно, получать нагоняй от своих учителей и сверстников. Почему же это происходит? Да просто не знают тех игр, в которые играли, например, мы с вами в нашем детстве. Психологические исследования показали, что игровая деятельность ребенка не возникает стихийно, а складывается, оказывается, под руководством взрослых в совместной с ними игре. Первоначально мотивы игры зарождаются у малыша не сами по себе, их опять-таки предлагает взрослый, который создает обстановку игры. Ребенок учится замещать один предмет другим или обозначать его словом, называть себя каким-нибудь именем персонажа, изображать его только после показа взрослого. Основываясь на предметной деятельности раннего возраста, игра как таковая появляется к 3 годам и качественно меняется только к концу дошкольного возраста. Мы знаем, что трехлетки играют рядом, играют каждый сам по себе. Этот период так и называется – игра рядом. Роль взрослого в это время – научить ребенка не просто играть, а любить играть и уметь играть с другими детьми. Мама или воспитатель показывают только, как надо играть, но и искренне играют, окрашивая свои действия положительными эмоциями. Эта деятельность, правильно организованная взрослым, способствует эффективному получению информации и навыков детьми, мотивирует их на самостоятельное исследование, облегчает социализацию обучающихся в детском коллективе. Но, к сожалению, не у всех детей игровые навыки формируются одинаково успешно. Например, детям с ОВЗ совершенно необходимы специально организованные занятия по обучению игре. Мы предлагаем вам посмотреть видеоролик, отражающий специфику нашей работы по обучению игре. Так, мы убираем звук. Приятного просмотра. Дошкольное детство – это главный и самый ответственный этап, когда закладываются основы личностного развития. Это период, когда ребенок начинает осознавать себя и свое место в этом мире, когда он учится общаться, взаимодействовать с другими детьми и со взрослыми. Однако этапы становления детской личности не у всех детей формируются одинаково, а иногда не формируются вообще без специальной помощи взрослого. Это характерно для детей с интеллектуальными нарушениями. Достаточный уровень игры является Дошкольное детство – это главное. Может, не заброшу. Немножко подожду.
Саша, мы можем тебя потом прикрыть. Когда ты будешь идти, временно закроем тебя. Так, ну смотри, это немножко нам надо, конечно, чтобы... Ну что же это за... Чуть-чуть растет, да? Угу. Красиво, красиво. Просто оно пройдет быстрее. Значит, ой, давай, хорошо, красиво. 4. Так, Вика, только у тебя еще раз. Угу. Ну все, дальше не сбегается. Саша, у тебя все отлично. Конечно, просто ничего может быть. Потихоньку. Дошкольное детство – это главный и самый ответственный этап, когда закладываются основы личностного развития. Это период, когда ребенок начинает осознавать себя и свое место в этом мире, когда он учится общаться, взаимодействовать с другими детьми и со взрослыми. Однако этапы становления детской личности не у всех детей формируются одинаково, а иногда не формируются вообще без специальной помощи взрослого. Это характерно для детей с интеллектуальными нарушениями. Достаточный уровень игры является первым и самым главным показателем имеющихся отклонений у ребенка. Но игра также является той платформой, на которой наиболее эффективно выстраивается вся система коррекционной работы. В сенсорных играх развивается восприятие ребенка, тактильные ощущения, слуховые, зрительные, вкусовые и температурные впечатления. Дидактические игры развивают память, внимание, мышление, моторику. В словесных играх развиваются коммуникативные навыки, речь, воображение. Подвижные игры способствуют развитию координации движения, реакции. Игры драматизации развивают выразительность речи, мимики и жестов, формируют социальные навыки. Музыкальные игры развивают слух, чувство ритма, дарят заряд эмоций и снимают напряжение. У детей, имеющих нарушение развития, игровая деятельность может формироваться с отставанием на несколько лет, поэтому коррекционная работа ориентирована не на возраст ребенка, а на его возможности и умения в данный момент. Большое значение имеют правильно организованные занятия по обучению игре. Развитие игры идет от ее индивидуальных форм к совместным и имеет свои этапы. На ознакомительном этапе предметной игровой деятельности действия с игрушками носят манипуляторный характер. На отобразительном этапе дети усваивают способы действия с разными предметами, связанными с их физическими свойствами. Сюжетно-отобразительный этап игры позволяет передавать в игре Выключим. Тут Нет, нет, ты удалишь его. да, тут где выключать? Дошкольное детство – это главный и самый ответственный этап, когда закладываются основы личностного развития. Это период, когда ребенок начинает осознавать себя и свое место в этом мире, когда он учится общаться, взаимодействовать с другими детьми и со взрослыми. Однако этапы становления детской личности не у всех детей. Дошкольное детство – это главный и самый ответственный этап, когда закладываются основы личности. Включаем звук и начинаем рассказывать. Подожди, оно сейчас прервет нас, как в прошлый раз, потому что мы выключили видео, оно исчезнет. Так. Вторая попытка безуспешна. Продолжаем тогда, к сожалению, без показа нашего видеоролика.
Значит, продолжаем, да. У нас опыт работы с детьми, которые пришли в группу нашего сада в сопровождении родителей. И родителей, и детей мы активно учили игровым приемам разного вида, учили детей пользоваться игрушками, замечать их, учили передавать эти игрушки друг другу, взаимодействовать с игровым оборудованием. При этом использовали разные стили и методы, и приемы обучения. Значит, второй год уже проводим эти занятия, они интегрированы, называются по обучению игре в разновозрастной группе. Занятия проводятся 2 раза в неделю длительностью 20-30 минут. Проводится нами 2 сразу специалистами, и дефектологом, и логопедом, включая присутствие и поддержку воспитателя группы. В работе используются педагогические приемы, такие как дробная инструкция. То есть то, что ребенку надо объяснить более тщательно, мы даем по частям. Например, детям с ОВЗ, с интеллектуальной недостаточностью, и детям с аутизмом часто непонятно, как это взять куклу и помыть ее в ванне, да? Поэтому мы им диктуем. Возьмите малыша, куколку, в ручки берем, опустите в ванну, опускаем. Что надо взять? Мочалку. Берем мочалку. Это и есть дробная инструкция. Далее мы осуществляем пошаговый контроль. Мы проверяем каждый раз, правильно ли ребенок понял нас и смог ли он выполнить наше поручение, нашу инструкцию. Далее мы всегда показываем образец. Мы показываем, как правильно взять, как правильно положить, чтобы кукла не упала, чтобы кукла куда-то там не зацепилась, да? Как правильно мыть, как правильно держать ложку, кормить. Синхронные действия и синхронная речь также очень популярны на наших занятиях, потому что именно вместе одновременное выполнение и показ упражнений стимулирует ребенка к еще большим действиям. То есть он думает, что это делает он, и он думает, что он делает очень хорошо и очень правильно. Далее, вместе со взрослым используется сопряженная речь и сопряженные действия, когда родитель или воспитатель вместе с ребенком, даже иногда рука в руке, да, делает какие-то действия, помогая ребенку вытянуть ручку вперед или поднять ее вверх, или правильно поставить, развернуться туловищем. Ну, даже такие действия детям приходится показывать. Совместные действия – это когда мы уже начинаем играть вместе и рядом, каждый со своей игрушечкой. У кого-то одна машинка, у кого-то другая машинка, у каждого свои атрибутика своя. Да? Это совместные действия, то есть, можно сказать, это переход к игре рядом. При этом мы часто и постоянно даже используем похвалу и авансирование личности. Даже если у ребенка не очень получается что-то, похвала – это лучший стимул для него. Закричать «Ура, ура! Какие мы молодцы!» Ребеночек еще больше начинает делать и выполнять то или иное действие. Далее используем перевод задания на наглядный уровень. То есть используем картинки, начинаем использовать картинки, картинный материал, да, какие-то предметы и манипуляции с ним, видеоролики в презентации. Пытаемся перевести, то есть с наглядного вида деятельности, да, в практический. Виды помощи, которые используются при обучении игре. Как мы уже говорили ранее, это прямая помощь, прием рука в руке, организующая помощь и стимулирующая помощь. Ну вот, Виктория Викторовна немного сказала о нашей работе, об организации я бы хотела еще остановиться. Организация такой работы, то есть проведение интегрированных занятий с детьми, имеет некоторые особенности. Во-первых, специально подобранное рассаживание детей в зависимости от этапа обучения. Рассаживание бывает линейное и круговое, которое использовали мы. То есть детки определенным образом располагаются на наших занятиях для определенных целей. Либо они смотрят сначала на педагога, когда линейная посадка детей, и выполняют движения, игровые действия вместе с педагогом. А далее, когда ребенок уже готов сотрудничать, тогда сажаем детей в кружочек, и имеют они возможность передавать игрушку по кругу друг другу, здороваться ладошками, брать друг друга за руки. Это уже следующий этап. Дальше. Обязательно в игровых занятиях использовать ритуалы. Ритуал приветствия и ритуал прощания.
Таким образом, мы даем как бы границы нашего действия, и ребенку это понятно, что вот от и до Да. мы занимаемся игрой. Да, и надо сосредоточиться уже и принять нужную позу, чтобы уже вникать в наши занятия. Да, организующие такие моменты. Дальше. Систематическое использование дыхательных, артикуляционных, пальчиковых и логоритмических упражнений. Все это полезное, развивающее, вплетенное по смыслу в игру, определенную, запланированную педагогом, очень сказывается хорошо на развитии ребенка. И, конечно, осуществление пошагового контроля при выполнении заданий ребенком. Как уже сказала Виктория Викторовна, мы оказываем дозированную помощь, индивидуальную помощь ребенку, и нагрузку мы регулируем, интенсивность нагрузки индивидуально, сложность учебного материала подбирается индивидуально и по ситуации. Смена деятельности очень важна, чтобы избежать переутомления детей. Усиливаем мотивацию в ходе занятия, эмоциональную переключаемость и обесцениваем, конечно же, неудачи ребенка и создаем ситуацию успеха каждому из них. В игре можно использовать широкую палитру игровой деятельности. В сенсорных играх мы развиваем восприятие ребенка. Это тактильные ощущения, слуховые, зрительные, вкусовые, температурные впечатления. Дидактические игры развивают память, внимание, мышление, моторные навыки. В словесных играх развиваются коммуникационные навыки, речь, воображение. Подвижные игры способствуют развитию координации движений, реакции. Игры драматизации развивают выразительность речи, мимики, жеста и формируют социальные навыки. Музыкальные же игры развивают слух, чувство ритма, дарят заряд эмоций и снимают психофизическое напряжение. Вот. Но структура занятия простая, вводная часть, выполнение кинезиологических упражнений, затем идет основная часть, это когда, собственно, игра, да, игры с природным материалом, с бросом, с бумагой, дидактические, двигательные, с предметными орудиями, образными игрушками, конструктивными играми, театрализация, все, что вы запланировали. Это целый блок основной игры идет. И, конечно, итоговая часть – это упражнение на снятие напряжения и ритуал прощания с группой. Ну, в завершении нашего такого выступления, конечно, жаль, что у нас не пошел видеоматериал. Подводя итог, скажу, что сегодня все родители озабочены ранним развитием ребенка. Да? Мы все с вами замечаем, что почти с пеленок его вводят развивающие студии, многочисленные кружки и секции. Ребенка учат, как только начинает он ходить, а то и раньше. Стремление вырастить из ребенка гения приводит к обесцениванию простой игры. Она кажется родителям пустой тратой времени. И зачастую родители действительно не понимают важности игры. Ну а на самом же деле ребенка, если не обучать игре, то она может так и остаться на уровне предметной деятельности. И причина будет в том, что его просто никто не научил играть. Уважаемые родители, уважаемые коллеги, играйте со своими детьми, цените этот важный этап в жизни каждого ребенка, да. И развивайте. Как бы, чтобы немножко ориентироваться в данной ситуации нашего такого провала видеоматериала, я хотела бы пригласить всех, кто сейчас нас видит и слышит, на семинар, в котором мы продемонстрируем этот видеоматериал. Семинар будет ровно через неделю, в следующую среду, 21 апреля в 13 часов. Мы с Викторией Викторовной ждем вас. К нам сейчас поступил вопрос, как максимально безболезненно уйти от потребительского интереса. Ну, потребительский интерес – это что? Это мы вводим детей в магазины, правильно? Мы же сами его и формируем. Мы показываем им рекламы, мы заинтересовываем их этими игрушками. Мы в основном сами виноваты в таком вопросе. Мы поддерживаем эти коллекции, ну, зачастую даже бесполезные, они начинают собирать, коллекционировать. Ну и вся среда, конечно, к этому располагает, а задача родителя – отвлечь и переключить. Ведь как мы делаем, например, когда ребенок расстроился, вот он от чего-то загрустил, что-то там ему не удалось, или он просто вот потерял что-то, ударился, не смог сделать лучше, чем другие, переживает, да, очень. Мы его отвлекаем, переключаем на что-то, то, что сможет его заменить. Развлечь. И, как правило, мы идем в магазин и покупаем эту игрушку. Вот этот момент избегать надо максимально. Переключать лучше на какие-то интересные виды деятельности. Давай полепим, порисуем, пойдем погуляем, давай купаться и так далее.
А еще один такой очень хороший прием, когда можно старые игрушки далеко убирать в ящик, пока ребенок не соскучится по ним, и доставать их по одной, по две, когда уже ребенок забудет про них совсем, да. И получается, что у нас мы не покупаем эти новые игрушки, а достаем старые, хорошо забытые, и вот он, пожалуйста, появляется интерес снова, и с новой силой ребенок начинает играть с этими старыми новыми игрушками. Эффект новизны появляется, да. И, конечно, уважаемые родители и педагоги, все знаем мы, как важно читать ребенку. Как важно его к чтению. Что такое это происходит в этот момент? Во-первых, это совместное времяпровождение. Вы наедине со своим ребенком. Читая вместе доступные, простые, хорошие сказки, хорошую литературу с хорошими иллюстрациями. Ну, давайте вспомним, да, про, например, Сутеева. Да, мы вспомним наших авторов, Маршака, которые иллюстрировали Чуковского. Замечательные, доступные детям сюжеты. И когда мы, ну, пусть ребенок этого ждет, пусть он хочет стремиться к общению с родителем вот в данном плане, в таком формате, когда мама читает, или папа, или дедушка, бабушка читает, а потом в это можно играть. И разыгрывать эти ситуации. Представлять, что я Иван Царевич, там, или, например, «Краденое солнце». Мы можем пережить всякие страхи, проработать в том числе ребенка, допустим, погружаясь в сюжет. Поэтому альтернативу при желании всегда можно найти, только немножко проявить творчество и смекалку. Играйте с детьми и развивайтесь. Спасибо вам огромное за внимание. И приглашаем на семинар 21 апреля. Всего доброго. До свидания.